Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, в прошлой передаче вы сказали, что время практики — это все время, когда в человеке горит вот этот внутренний огонь, и что огонь этот никогда не должен угасать, и что вот это чувство внутренней радости, чувство любви, оно всегда должно присутствовать с человеком, где бы он ни был, чем бы ни занималось его тело. И даже более, радость эта внутренняя, она приумножается тогда, когда человек делится своей радостью, своей любовью с другими людьми. И вы знаете, в суфизме говорили о том, что совершенный мистик — это не тот человек, который избегает, скажем так, отношений с людьми, с этим миром, а настоящий, подлинный все-таки святой человек — это тот человек, который находится среди людей. Он ест и спит среди людей, он продает и покупает на базаре, но при этом ни на мгновение, ни на секунду он не забывает про Бога. И вы знаете, но все-таки в этом мире у людей, твердо укоренился стереотип, что человек духовный или человек святой, который все-таки столкнулся с тем миром, с миром горним, скажем так, что человек хочет изолироваться от людей, изолироваться от этого мира, и даже более того, святость определяют по следующим критериям. Например, должна быть особая чистота случаев прозорливости, исцеления, изгнания бесов, и в особенности всевозможных чудес. И в связи с этим вопрос, Игорь Михайлович, а вот все-таки чудо, является ли оно критерием святости человека? Нет, конечно, друзья. Чудо, творимое здесь, оно не может иметь отношение к святости, и в большинстве случаев к миру духовному. Это очень много объясняет. Знаете почему? Потому что вспоминаются слова из Библии, когда Иисус говорил, что люди, которые скажут: «Не Твоей ли силой, Господи, мы совершали чудеса различные, изгоняли бесов и тому подобное», и Он отвернется от них, Он скажет: «Отойдите от меня, я не знал вас». Да, здесь как раз, ты знаешь, это довольно серьезный момент. Почему? Потому что не Твоей ли силой мы изгоняли бесов, или говоря проще, лечили людей. Да, чудо исцеления — это самое популярное такое, наверное, чудо, которого требуют и хотят Сымали люди. и многое-многое другое. То есть творили чудеса именем Твоим. Так же ж? Да, да. Грехи отпускали. Ведь Чудо это Божье тоже все-таки, чудо. да. И все это творили именем Иисуса Христа, прикрываясь им. И Он ответил им, «Отойдите от меня, я вас не знал». или говоря по-нашему, послал их как можно дальше Так и от есть. себя. А что мы видим в сегодняшнем дне? Все то, что осудил Иисус, все сейчас это и происходит от Его имени. Правильно? А вот чудо исцеления, Игорь Михайлович, в чем вот его суть, скажем так? Что это за чудо такое? Что стоит за Плацебо. этим? Банальное плацебо. Вот в одной из передач мы как раз с тобой и разбирали плацебо, ноцебо, помнишь? Да, 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 да. Вот это и есть весь эффект от чудес, творимых некоторыми людьми, от имени Иисуса. Что, не так? Давай рассмотрим. Ты знаешь, когда просто человек, жаждущий внимания и какой-то власти над кем-то, возводит себя в такой ранг, чуть ли не апостола, что от имени Иисуса Христа он исцеляет всякие болезни. Куда это еще не шло? Это, скажем так, их интимные взаимоотношения человека одного, который пришел за помощью, и того, кто якобы эту помощь от имени Иисуса оказывает. Но когда целые стадионы или, извини, залы собираются, и вот этот яркий представитель от системы, не от Бога, а, скажем прямо, от шайтана, выходит на сцену, красиво говорит, всех заводит, привлекает внимание, выводит на сцену кого-то и начинает там читать молитвы, восхваляя Господа Бога, Иисуса Христа или кого угодно. И вся вот эта толпа, она созерцает это чудо и видит, как человек, который не ходил, встает и ходит. Чудо? Чудо.
кажется. Да. А теперь давайте мы глянем с позиции элементарной физики и математики. Толпа, тысячи людей. Они вкладывают свое внимание, свою жизнь в вот этого больного. В исцеление его. Конечно. Оплачивают своей С одной жизнью. стороны, вроде бы хорошо, но они выкупают ценой своей жизни у дьявола сиюминутный эффект. Они что, спасли этого человека или как? Вот простой вопрос. Временно человек получил облегчение. Подчеркиваю, временно. Почему? Потому что сработала химия в организме, человек поверил, сработал эффект, извините, плацебо. Знаешь, вот хорошо, я тебе скажу, вот что мне очень нравится, это то, что в действительности мы, как люди, мы не знаем тех возможностей, которые в нас заложены. И слава Богу. В действительности, слава Богу. Знаете, Игорь Михайлович, вот вы правильно сказали про то, что люди разменивают свою жизнь на мгновение. И вот ты понимаешь, почему всегда те святые отцы, кто действительно шел к Богу, они говорили о том, что насколько это опасно. Вы стремитесь к жизни, вы стремитесь лучше к спасению, но не увлекайтесь и не стремитесь к тому, что продлится всего лишь миг в этой жизни. Ведь Конечно. чудо длится всего лишь там мгновение, миг, и тратить всю свою жизнь для того, чтобы лицезреть вот эти чудеса, или для того, Которая- чтобы они случились в твоей жизни, это, конечно Которая же, тут очень же дорогая цена. опорочит сознание. Ведь что ни сделай, какое бы чудо ни сотвори, сознание все примет в критику. Это из практики, это, поверьте, друзья, это правда. Даже если бы вот сейчас вот с нами появился Иисус Христос, третьим, как Он говорил, когда вас двое, я между во вами. имя мое, да. Да, Он будет рядом с нами. Ну вот представь, вот появляется Иисус Христос рядом с нами. Поверят? Голограмма, скажут, какая-нибудь. Фотошоп. Фотошоп. Да. Дипфейк, как Дипфейк сейчас модно. очередной, да. Конечно. Ну так же ж. Пригласите лично, чтобы я проверил, дотронулся, Проверит, дотронется, убедится, он ли это или пластическая будет в операция какого-то шоке. человека. Совершенно правильно. А через время скажет, вы меня обманули. Ну так же ж. Да. Человек болен неисцелимой болезнью. Вот доктора все ничего не могут сделать. Ну обречен человек. Ну и какое-то впечатление, неважно. То ли он молитву чью-то послушал, то ли ему принесли что-то, ну божественное такое, здоров, там, не знаю, какой-нибудь, ну может быть, фрагмент какого-нибудь святого. И человек вот это вот к нему приложился и исцелился. Чудо! Сколько такого было в истории? Море? Это издевательство над людьми. Так вопрос, конечно же. кто вылечил? То есть человек вложил внимание, жизнь, веру. Он вложил в то, в фрагмент, якобы некого святого. Он поверил в это и включился механизм плацебо. И организм сам себя вылечил. И чьей силой, святого ли силой это происходит, через которого просят вот этих Ну чудес? при чем здесь тот бедный святой? Да. Ну он-то здесь точно ни при чем. И мир духовный здесь абсолютно ни при чем. Это мир материальный. Здесь есть свой князь, который управляет всем своим стадом, подчеркиваю, стадом, и управляет через наши помыслы. Разве не об этом говорили святые? Простой вопрос. Об этом. Да. Вы знаете, Игорь Михайлович, вы тоже вот затронули момент такой, а как людям отличить вот ложное чудо, оно или истинное, вот многие говорят, Подожди, потому что все-таки а есть. что значит ложное или истинное? Вот как в этом разобраться? Вот что, как отличить? Давай начнем с простого. Что значит ложное или истинное? Я уже молчу о чуде. Да. Ну вот я могу привести пример Давай. один. Когда Иисус был в субботу в синагоге и исцелил человека с иссохшей рукой. И это, казалось бы, такое явное чудо. Совершенно очевидно, что человек был исцелен. Но как по-разному отреагировали на это люди. И вот те же фарисеи, они после этого собрали собрание для того, чтобы убить, по сути, Иисуса. Конечно. И ты понимаешь про то, что вот это ложное чудо или истинное каждый внутри себя определяет, по сути, ну, опираясь на то, выгодно это ему или Знаешь, что я тебе нет. скажу? Чудеса в этом мире слишком дорого обходятся тому, кто их совершает. В любом случае. И вот Иисус как раз и продемонстрировал, какова цена Его чудес.
Разве не так? Мгм. По-моему, так. А другие, те, кто, ну, скажем так, работают на систему или служат шайтану, те лишь говорят, что они от имени Иисуса, Мгм. а как раз чудеса вершат благодаря шайтану, благодаря тому, что ему отдают дань чужие жизни. Приношение Мгм. То есть самому шайтану чьих-то жизней. Ведь люди оплачивают за свои чудеса, которые они имеют честь лицезреть в собственной жизни. Мгм. Эмоциональный всплеск сумасшедший, все. Но а потом все равно сознание их побеждает, а порой еще и отводит. Если человек хоть как-то, знаешь, вот хоть сомневался, хоть как-то там стремился к Богу, то потом единственное, о чем он мечтает, как научиться творить такие чудеса. Мгм. И весь смысл его веры заключается уже в обретении этого навыка. Не в обретении жизни, не в служении миру духовному, а именно в обретении вот этих сверхъестественных способностей. Скажите, а есть ли в этом хоть какой-то смысл, друзья мои? Вот простой вопрос к вам. В чудесах какой смысл? Мгм. Вы знаете, благодаря тому, что вы сейчас рассказываете, ты понимаешь, почему тот же Иисус, Он был Мгм. против того, чтобы люди знали о том, что Он это чудо совершил. И даже тем людям, скажем, кто удостоился Кому он чести и помог? кому Он помог, да, Он говорил: смотри, ты ж никому ничего не рассказывай, не говори. И вот это так впечатлило в свое время. Ты просто видишь то, как сейчас, в принципе, на этом строят разные организации, как манипулируют вот этими исцелениями и Ну так творениями чудес, подожди, изгнаниями бесов. А сам Иисус, Он, в принципе, он был против Он был этого. против И он этого. предупреждал, чтобы этого не Мгм. делали. А смотри, организации вот религиозные, они ж все построены именно на этом. Мгм. Мгм. Как правопреемники якобы самого Иисуса Христа, и как бы им дарована вот эта власть самим Мгм. Иисусом Христом над бесами, там, над болезнями, еще над чем-то. Ну что, не так? Мгм. Ну, я как-то рассказывал, у меня была история очень интересная. Я с работы садился в автомобиль уже, и ко мне подошел монах. Говорит: извините, ну так культурно начал, вот вы бы не могли мне помочь, у меня сын заболел, ему срочно нужно делать операцию. Говорит: Финансово. да, Мгм. ну нужна финансовая помощь. А я, говорит, за вас помолюсь, вы никогда не будете болеть и тому подобное. И я в шоке был. Знаете, как это такое, знаете, ну вот раздвоение. Я Мгм. говорю: подожди, ты помолишься за меня, чтоб я не болел. Мгм. То есть ты монах, у тебя сильная молитва, Мгм. и ты сможешь мне помочь. Он говорит: да. Говорю: а что сыну не помог? Упс. Ну, как ты будешь молиться за меня, если твоя молитва не работает? А я должен заплатить за что? Мгм. Ну, простой вопрос, да? За исцеление? Ох, жаль, какой мир. К чему, да. Как исказили знания, которые привносили посланники Так это Божьи. даже не знание. Мгм. Это просто торговля пустотой. Мгм. Ну, это банально, вот, ну, как сказать, ну люди без чести, без совести, которые, одев на себя какую-то одежду, они уже считают себя вправе, ну, скажем так, обманывать людей, просто вымогать, да и все. Ну что, не так? Ведь на этом все чудеса и построены их. А вот, Игорь Михайлович, а чудо — это все таки нарушение законов физики, как многие воспринимают, или нет? Смотря кем и какие чудеса совершаются и для Мгм. чего. А можно об этом подробнее узнать? Ну, Или можно. это незнание нами законов Хорошо. физики? Мгм. Вот Иисус Христос воскресил человека, Мгм. умершего. Это чудо? Чудо. Хорошо. Самозваный апостол Павел воскресил человека. Помнишь такой сюжет? Помню, Это чудо или не чудо? Вот с точки зрения христианства. да, с Ты точки же как зрения христианка, да. классической религии, да, конечно, это Это чудо. чудо. А ты знаешь, я знаю много людей, которые подобные чудеса совершают каждый день. И никто им не аплодирует. Никто о них не пишет трактаты и тому подобное. Даже по телевизору не показывают. Это реаниматологи. И это действительно так. Сколько людей наши доктора каждый день возвращают к этой бренной жизни. Разве это не чудо?
Огромное чудо. Просто наше сознание думает, что чудо — это что-то, что должно происходить так редко, и не ценит, когда это происходит Мгм. тысячи раз в день. Но человеческий организм, он очень загадочен. Мгм. И даже когда человек умирает, но еще остается на связи, так сказать, Мгм. то можно провести определенные манипуляции с организмом, и человек возвращается к жизни. Что наши уважаемые доктора и делают, спасая наши жизни бренные здесь. Разве не так? Так чудо это или не чудо? Вот ты говоришь чудо, да? Так о каком чуде идет речь? Мы просто многого не знаем, незнание законов этого мира, Совершенно законов правильно. физики, да. Совершенно правильно. Мгм. На сегодняшний день настоящие чудеса, ну тот, которые можно возвести там в мистику и тому подобное, ну вот совершают, к примеру, Велиары, да? Мгм. Это люди, которые стоят на служении миру Господнему и находятся в этом миру, но служат гораздо выше. И вот они совершают эти чудеса, но их никто не видит и их никто не знает. А для чего они это делают? Для того, чтобы мы с вами, друзья, жили в привычном нам миру, и чтобы ничто нам не мешало, скажем так, верить в чудеса и жить нашей привычной жизнью, да? Но они дают нам шанс для того, чтобы мы могли остановиться и задуматься о бренности нашего существования, задуматься о том, кто я и где я. Есть такое. Игорь Михайлович, а вмешивается ли Бог в этот мир? Нет. Ну, за исключением разве что словом своим и милостью своей, направляя посланников своих в этот мир. Это есть. Но напрямую нет. За исключением лишь того момента, когда действительно он вмешивается, но его вмешательство — это конечно для таких миров, как наш. Это когда мы становимся безнадежными. И вот тогда Господь действительно вмешивается для того, чтобы прекратить здесь все наши заблуждения и разгул сатаны. Это вопрос, наказывает ли Бог? Он не наказывает. Он справедлив. Разве это наказание? Это награда за наши труды. Что заслужили, то и получили. Если мы достойны того, чтобы существовать, Господь, Он милостив, Он дает нам и время, и возможность. А если мы безнадежны, это наш выбор. Но зачем Господу, Богу наш, содержать сатану и содержать, ну давай скажу так, аллегории. Представь, что ты фермер, и вот ты разводишь овец. Это твой бизнес. Представь 8 миллиардов овец. Много. Много. Тебе нужно за ними ухаживать. Но они должны что давать тебе? Прибыль. А ты прибыли не получаешь. Они облысели, похудели, болеют. Что ты сделаешь? Ты пыталась их лечить, посылала Много докторов. попыток было, да. Много попыток, очень много. Ты была слишком милостива для них. Но они упорно своим выбором, вместо того, чтобы кушать зеленую травку, набираться сил, они ходят и грызут камни. С ума сошли эти овцы. Камнем питаются и думают, что будут жить. Что бы ты сделал, как фермер? Так это наказание или милость? Чтоб не мучились они. Разве не так? Ведь это же не жизнь, это мучение. Знаешь, каждый человек в подсознании понимает, что его ждет, когда он расстанется с телом. И прекрасно понимает, что он, как человек, не умрет, умрет лишь тело. И каждый человек, кто, как говорят, во грехе, а во грехе каждый, кто не любит Бога, ну, если говорить религиозным языком, смертный грех
это отсутствие любви к Богу. Это единственное. Но это основное. И вот когда человек живет без любви к Богу, внутри себя он видит пустоту и осознает свое будущее. Да, сознание подбрасывает, ты хороший, тебе будет рай, но человек не верит. Скажите, друзья, честно, вы уверены и вы верите, что вы будете в раю? Только не отвечайте сознанием своим, особенно если вы религиозный фанатик, а честно, как человек. Каждый чувствует и каждый знает, что наказание неизбежно. И оно настолько неприятное, что Господь проявляет огромное милосердие и идет на убыток, как фермер, для того, чтобы его овечки не мучились, если из них не может возродиться ангел. Милости прошу, не жертвуем. Совершенно Милости. правильно. Поэтому его вмешательство в этот мир не сулит ничего хорошего обитателям мира всего. Игорь Михайлович, ну вот время, когда были утеряны знания, и в принципе сейчас еще все-таки остаются уголки Земли, где эти знания по-прежнему утеряны, знание того, как пройти по духовному пути, как обрести жизнь. И вы знаете, многие люди, они почему чудес хотят? Вот они сомневаются в Боге, потому что их молитва, вот они понимают, что они молятся, 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 ну вот как умеют, а она, ну вот никаких плодов, скажем, этой молитвы они не видят ни в своей Так жизни, ни в подожди, своем подожди. дне. А какие плоды хотят эти люди? Давай разбираться. Вот вопрос интересный, и он многих интересует. Каких плодов они хотят? Человек садится в молитву и начинает молиться, чтобы у него перестал болеть зуб. Зачем Господь стоматологов послал? Простой вопрос. Смешно, но это ж правда. Ну что не так? И так с любой болезнью. Пошли мне благополучие и богатство. Вместо того, Господь. чтобы изжить гордыню и изжить вот эту жадность свою. Не просят же, Конечно. да, чтобы… Не для того, чтобы бороться со своей Да. жадностью, Да. не для того, чтобы искать выходы, работу и что-то, скажем так, создавать самому, человек просит Господа Бога. Да? А ты знаешь, насколько Господь милостив? Вот люди не понимают всей Его любви и ценности. Ведь опять же Он посылает им созидательное общество. Отсутствие болезней, отсутствие Бедности. голода, бедности и всего остального. Для тех, кто не хочет работать даже. Но люди упираются и не хотят даже созидательного общества. А ведь о нем говорили все пророки. Если мы вспомним и глянем даже на то, что осталось. Ну так же ж? Да, да. И все же всегда просили, знаете, каких-то личных знамений для себя, знаете, от Господа Бога. Это гордыня от Да, дьявола, да. а не от Говорили, что человека. вам никаких личных знамений не будет. Что Иисус говорил о том, что не получит вот этот Я род скажу лукавый так, каких-то знамений, а, что… вообще, если правильно, то всякий, кто требует от Господа Бога своего знамения, дабы уверовать в Него, он должен быть обитателем ада прям тут же. Это все равно, что он просит у Господа Бога: «Отправь меня в ад». Это абсолютно одинаково. Почему? Представьте, человек, настолько гордыня в нем возросла, что сам Господь должен послать ему чудо, предъявить, так сказать, свое существование, свое знамение ради того, чтобы бес, находящийся в человеке, которого он не смог преодолеть, человек не смог преодолеть своего беса, а Господь должен убедить беса в том, что он существует. Ведь не личность просит. Опять-таки, почему? Так же, как мы знаем в глубине себя, внутри, как говорят вот психологи, в подсознании, мы знаем, что есть состояние субличности, и каждый из нас претендент туда. Также каждый из нас знает внутри себя то, что Господь Бог есть. Разве не так? И каждый чувствует эту взаимосвязь. Почему? Ведь в каждом из нас есть душа, а это крупица мира духовного. И мы не можем этого не знать. Но мы не знаем, потому что между нами и
миром духовным стоит дьявол. В этом функция, и это и есть тот механизм, на котором построен этот мир. Так должно быть. И задача человека как личности — преодолеть этого шайтана и прийти к миру духовному. Но то, что люди не знают, что есть Бог, они сомневаются, это не люди. Это как раз управляемые и руководствующиеся по научению шайтана особи. Это просто заблудшие овцы. И это действительно так. Почему? Потому что каждый из нас как личность, ему достаточно, ну буквально несколько мгновений, просто заглянуть внутрь себя. Если внутрь себя будет заглядывать как наблюдатель от сознания, то он ничего кроме пустоты не увидит. Сознание не способно ни ощутить, ни лицезреть Господа Бога, потому что сознание смертно. Это все равно как программка вот в твоем гаджете. Сможет она ощутить меня? Нет. А человек сможет ощутить меня? Если он человек, да, сможет. Невозможно не почувствовать любовь Божью. Разве не так, друзья мои? Можем. Все мы можем. Игорь Михайлович, откуда в человеке идет вот эта потребность чуда? Ведь мы знаем, что система, она все зеркалит так или иначе. Но Что система и такое творит истинное чудеса. чудо? Истинное чудо, самое сильное, самое настоящее чудо. Мы с вами, друзья, видим каждый день в зеркале. И вот это действительно чудо. Человек. Человек — это как огонь и вода, совмещенные в одно. Это ангел и дьявол, будучи одним и тем же, но в то же время оставаясь раздельно. Это выбор, который делает человек как личность, который наполовину живой, а наполовину мертвый, заведомо живой и заведомо мертвый. И выбор человеческий, его свобода выбора, которая дана Господом Богом, это и есть самое большое чудо. Я бы сказал, это самое большое знамение того, что Бог существует. Почему? Потому что именно человек выбирает, жить ему или страдать. Вернуться как часть мира духовного или стать частью мира материального, остаться здесь. Ты представляешь, насколько это действительно милость? Мало кто это может оценить. Но это отсутствие насилия в праве выбора самим Богом, который лишь одной мыслью своей создает Вселенную, не то что миры. Бог хочет, чтобы человек сам к нему пришел своей В этом и любовью, ценность. посредством любви. Конечно, в этом и ценность, в этом и смысл существования человека. Для этого человечество и создано, для этого мы размножаемся, для этого мы здесь. Нет другой цели никакой. Да, размножиться там, построить дом, еще что-то. Но это всего лишь наш быт. Это мы как птицы. Мы вьем гнезда и размножаемся. Это наша заведомо мертвая часть. Но есть и другая. Из обычной птицы может возродиться ангел. Всего лишь по нашему выбору. Разве это не чудо? А еще чудо, Игорь Михайлович, вот на чувственном опыте ты понимаешь, что человек, еще будучи даже не жив, скажем так, он в таком пограничном состоянии между живым и мертвым, он имеет шанс и возможность соприкоснуться с миром Бога. Духовным. Это огромное чудо, будучи здесь, в мертвом мире, иметь уникальный шанс И уникальную чувствовать мир возможность. Бога. И самое главное, эту возможность имеет каждый из нас, друзья. Каждый. Какое самое большое чудо может сотворить человек? Порадовать Господа Бога своего и весь мир духовный, бескрайнее число ангелов, стал достойным среди достойных. Прийти в мир Господний равным. Это самое большое чудо. А я бы сказал, самое-самое большое чудо
так на увеличение это служение миру духовному, стать равным среди архангелов. Ведь человек имеет возможность стать бодхисаттвой здесь, стать не просто ангелом, а архангелом. И это действительно так. Смотри, какая милость Господня. За малую жизнь человеческую человек способен на многое. Дано и открыто. Лишь сделайте шаг. Все есть. Разве это не чудо? Чудо. Но для этого нужна победа над ничтожным и малым шептуном в голове, над тем, кто порой проживает жизнь за вас, друзья, и называет себя вами. Ведь как происходит? Когда мы маленькие растем, то нам говорят: это твоя ручка, это твое тельце, это твои ушки. И мы что воспринимаем? Себя как Что плоть, это как мы. тело. И наши же родители нас учат тому, как служить дьяволу. И как раз обучение детей очень сильно бережет сатана. Он доверил это обучение родителям, он доверил это обучение учителям, и он доверил это обучение служителям различных культов, религиозных. Разве не так? Казалось бы, хорошо. Но как он начинает беситься, если действительно кто-то пытается детям доносить знания? Давай вспомним, как на нас полмира ощетинилось, как взбесились все религиозные организации, даже телевидение подключали, всего лишь за то, что об истине попытались рассказать люди в каком-то периферическом городке. А шума было далеко за выход страны, да? Мгм. Ну, казалось бы. А почему? Потому что сатана боится этого. И знаете, в каждом дне все больше и больше, Игорь Михайлович, есть всплесков вот этих духовных, которые, по крайней мере, наши зрители, они отмечают, что они их чувствуют. И это огромное укрепление. Да, всякое бывает. Бывает, что дьявол или шайтан и отрывает человека от этого чувства, но у него уже есть вот этот ориентир внутренний, и он уже понимает, что Бог есть, и он понимает вот эту силу и глубину этой любви Божьей. И знаете, это очень сильно укрепляет и не дает человеку спасовать перед трудностями, спасовать перед шайтаном, а двигаться вот в сторону этого маяка, Знаете, любви друзья и мои, этого ориентира. я так скажу, какие бы трудности ни были, какое бы горе не одолело вас, не сдавайтесь. Ведь все, что происходит в этой жизни, по факту происходит в нашем сознании. Действительно так. А большую часть всех неприятностей в этой жизни заказываем и оплачиваем мы сами. И причем мы совершаем порой предоплату для того, чтобы сегодня столкнуться с бедой. Это горькая правда бытия, но она такова. Мы говорили об этом уже. Но я скажу так. Если даже самая большая беда вас постигла, не отчаивайтесь. Все проходит. И это пройдет. Знаете, что не проходит? То, что дает жизнь вечную. Любовь Господня. Если вы ее пускаете к себе, если вы заслуживаете ее, то вы будете в ней вечно. И это правда. Что может быть лучше? Страдания, боль или любовь? Радость внутри вас, которая как маленький огонек возгорается внутри и охватывает все, весь ваш мир, внутренний мир. И тогда, что бы ни происходило вокруг, и что бы ни пытался
рассказать вам шайтану в голове, это уже не ваша проблема. Все земное исчезает, когда проявляется в человеке божественная любовь. И от человека зависит принять ее или послушать шайтана и отойти. Но скажите, каким надо быть глупцом, чтобы ее не принять? Разве нормальный человек откажется от этого? Все просто. А не увидеть, не почувствовать и не понять может только заведомо похоронивший себя живьем. Но это его выбор. И видите, какая милость Божья по выбору человека. И Ему спасибо за дается. эту милость Божью, Игорь Михайлович. Спасибо за это чудо внутреннее, самое главное, которое невидимо глазу человеческому. И вам спасибо. Спасибо, друзья. Так что давайте просто любить друг друга и любить Господа Бога своего. И самое главное, давайте перестанем служить сатане. Давайте выберем жизнь. Она того стоит.